Добрый день, уважаемые слушатели. Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре под названием «Мастопатия. Как сохранить женское здоровье», организованного в рамках работы просветительского проекта «Академия будущих родителей» Республиканского консультационного центра. И для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Суханову Екатерину Александровну, акушера-гинеколога, мамолога, онколога лечебно-консультативной поликлиники «Астромед». Итак, Екатерина Александровна, вам слово, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Суханова Екатерина Александровна, я врач-акушер-гинеколог и мамолог. Сегодня мы с вами поговорим про такую тему, как мастопатия. Это очень распространенное, скажем так, распространенное состояние у современных женщин, и практически это состояние встречается у каждой второй, третьей женщины. Почему же такое происходит? В чем причина? Скажем так, природа нас, женщин, задумала, чтобы мы с вами непрерывно либо рожали, либо кормили, либо были беременны. То есть женский организм, он изначально запрограммирован, чтобы женщина рожала много детей, постоянно была либо в беременном состоянии, грубо говоря, либо в кормящем. Но в современном мире у нас все не так. Женщины в лучшем случае рожают одного-двух детей за всю свою жизнь. И еще появилась такая проблема, как отсроченная беременность. То есть раньше женщины начинали планировать беременность с 21 года. Сейчас женщины в основном начинают планировать беременность только после 30 лет. Соответственно, это совсем гормональный фон женщины 100 лет назад и гормональный фон современной женщины – это абсолютно два разных гормональных фона. Потому что женщина, она когда беременная, у нее гормональный фон, скажем, гормональное состояние одно. То есть в основном преобладает, грубо говоря, гормон беременности – прогестерон. Когда женщина кормит грудью, это опять прогестерон, окситоцин. Во время беременности и во время кормления грудью яичники не работают, они отдыхают. Соответственно, нет таких гормональных колебаний, как рост эстрогена, падение эстрогена, рост прогестерона, падение. Нет этих, скажем так, волнообразного изменения гормонального фона. Гормональный фон такой ровный у беременных, у кормящих женщин. Соответственно, у женщины, если взять женщину 100 лет назад, за ее жизнь овуляторных циклов, то есть циклов, когда она смогла бы забеременеть, их достаточно мало. У современной женщины, которая рожает 1-2 ребенка за всю свою жизнь, каждый цикл практически он такой двухфазный, овуляторный, то есть нарастает пик гормонов, спад, нарастание гормонов, спад. Практически такое происходит каждый месяц. И не каждый женский организм, к сожалению, это все выдерживает. У кого-то все замечательно, все хорошо, а у кого-то появляются всякие дисгормональные состояния, такие, например, как мастопатия, миома матки, эндометриоз, нарушение функции яичников, и другие состояния. Также раньше, если взять портрет женщины 100 лет назад, женщина чем занималась? Летом она работала в поле, она занималась детьми, она занималась домашним хозяйством. Современные женщины, к сожалению, к радости, имеют совсем другой свой ритм жизни, совсем другой имеют. Это довольно-таки очень скоростной ритм жизни, тяжелый, потому что женщине надо и дома успевать, и на работе, и зачастую женщины сейчас бывают лидеры, они работают так же много, как мужчины, также устают, очень много стресса в жизни, надо сдавать отчеты, надо сдавать какие-то планы. То есть это я подвожу вас к причинам мастопатии, и основных две причины мастопатии. Это либо нарушение гормонального фона, либо это стресс. А у современной женщины, как правило, присутствуют оба фактора риска. То есть и стрессовый уровень жизни, когда очень много напряжения в жизни, очень много нагрузки, очень много задач, целей. Женщина очень загружена. Так и гормональный фон каждый месяц. Мы видим, что каждый месяц женский организм параллельно со всем этим еще готовится к беременности. Отсюда мы что имеем? Отсюда мы имеем, что теперь у каждой практически второй, третьей женщины есть мастопатия.
Что же такое мастопатия? Да? Мастопатия – это такой общий термин, который объединяет под собой множество диагнозов доброкачественных заболеваний молочной железы, таких, например, как фиброзно-кистозная мастопатия, фиброаденоз, ну и другие там кисты, да, вот. Это все объединено термином мастопатия, да, то есть дисгормональное состояние молочной железы. Вот. Как же, скажем так, профилактировать данное состояние, да? Вот. У многих женщин, у которых уже стоит этот диагноз, спрашивают меня и других врачей тоже, что же делать, чтобы избежать этого состояния, или наоборот, чтобы, если уже это состояние есть, как его вылечить, да? Вот. Опять же, вот эти факторы, на которые мы можем воздействовать, это уровень стресса, да, более размеренный образ жизни вести, вовремя ложиться спать, соблюдать режим труда, отдыха. Конечно же, правильное питание, здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, да. Также и потом коснемся этой темы. Это все методы лечения, которые направлены на коррекцию гормонального фона. То есть, чтобы гормональный фон был более ровный и спокойный у женщины. Да? Вот. Чаще всего женщины обращаются с таким вопросом. У меня болит грудь, что делать? И боятся идти к доктору. Да? Вот. Сам по себе, скажем так, признак мастодинии, да, это болезненность груди, в принципе, не является вариантом нормы, да, то есть многие женщины, конечно, считают, что когда болит грудь, то это нормально, особенно во вторую фазу цикла перед менструацией. Но, к сожалению, это не всегда является абсолютной нормой, это говорит о тоже колебании гормонов, да, которые впоследствии может быть фактором риска мастопатии. Вот. Ну вот давайте разберем ситуацию. Да? Чаще всего почему женщина обращается к врачу? Первый вариант – появляются какие-то жалобы, да, то есть опять же боль в груди. Боль в груди может быть связана как с циклом, она может быть во вторую фазу цикла перед менструацией, так она может быть постоянно, вне зависимости от цикла. Могут присутствовать какие-то уплотнения в груди. Женщина зачастую сама у себя находит, что грудь плотная и неоднородная, вот, и обращается к врачу. И бывает также такой симптом, как выделение из сосков. Вот. В этом случае надо обязательно обратиться к врачу, можно обратиться к участковому акушеру-гинекологу или можно обратиться непосредственно сразу к онкологу-маммологу. В этом случае доктор вам назначит обследование. Если вам еще нет 35 лет, то это УЗИ молочных желез. Если вам 35-40 лет, то это маммография и по необходимости УЗИ молочных желез. После прохождения этого метода обследования доктор посмотрит снимки ваши, заключение УЗИ, будут учтены ваши жалобы, что вас беспокоит, дополнительные исследования, то есть осмотр будет, да, то есть руками можно уже определить, доктор, когда посмотрит, он руками определяет, какая грудь мягкая, спокойная, однородная по консистенции, либо она плотная, болезненная, неоднородная, какие-то комочки есть, да, и в совокупности вот этих всех трех признаков будет назначено лечение. Так, у нас вот вопросики. Так, поставлен диагноз фиброзная мастопатия, на что нужно обратить внимание и как часто обращаться к специалисту, как часто делать УЗИ, маммографию, да? Вот. Ну вот в первый раз, когда женщина обращается с таким диагнозом к врачу, врач назначает ей терапию и, как правило, приглашает. Если это какое-то подозрительное образование, непонятное, то может пригласить в следующий раз через 3 месяца. Как правило, приглашают через полгода. Если это совсем какая-то легкая мастопатия, не осложненная, то, в принципе, можно пригласить через год на следующий прием с результатами обследования. Да? Повторюсь, что если до 35 лет, то это УЗИ, после 35 лет это можно делать уже маммографию и УЗИ. Вот.
Это что касаемо обследований. Есть множество также дополнительных методик обследования молочных желез, таких как компьютерная томография и других различных более углубленных методик УЗИ, более углубленных методик рентгенологических, более прицельных, скажем, да. В непонятных случаях делается и пункция, да, и исследование отделяемых сосков, но это все назначается индивидуально, да, что касаемо по обследованию. Вот. Теперь давайте разберем вопрос лечения. Что же, как правило, назначают в такой ситуации, да? Методов лечения мастопатии очень много, и все они, как правило, направлены на коррекцию гормонального фона. То есть, например, мы можем назначать растительные лекарственные средства, например, такие как мастодинон, циклодинон. Они влияют опосредованно на молочную железу за счет стабилизации гормонального фона и налаживания, скажем так, вот ситуации гормональной в организме. Вот. Также гормональная терапия используется, то есть это может быть и противозачаточные препараты, и могут быть препараты из группы прогестерона, которые на вторую фазу только назначаются. Также у нас есть местная терапия, например, гелик, который содержит, опять же, гормон прогестерон, гормон второй фазы цикла. Вот этой терапии мы корректируем, налаживаем гормональный фон, и за счет этого получаем терапевтический эффект. Вот. Конечно, повторюсь еще раз, очень важна модификация образа жизни, да, то есть попробовать разобраться, почему такое произошло, да, то есть чаще всего это бывает связано со стрессом, как я вам уже говорила, с работой, стрессовая работа, большая нагрузка. Также это могут быть отношения в семье, если с мужем не все в порядке, с партнером, да, какие-то ссоры, переживания, когда женщина очень переживает, там какая-то депрессия или еще какие-то отрицательные эмоции, они тоже могут вызывать негативное действие на молочную железу, скажем так. Вот. Потому что есть даже такое мнение, что молочная железа – это признак благополучия женщины. Если у женщины все хорошо, в ее жизни все стабильно, никаких нервных потрясений, ничего нет, то, как правило, и с грудью проблем нет. Если присутствуют какие-то стрессы, какой-то непорядок в жизни, то грудь, она реагирует на любые гормональные колебания. То есть это и на колебания женских гормонов. Грудь также, скажем так, отражает работу щитовидной железы. Если бывает проблема в щитовидной железе, то есть если гормоны щитовидной железы работают неправильно, стрессовые гормоны как-то работают не так, все это влияет на молочную железу. Поэтому зачастую тоже, когда женщина приходит, мы ее просим сдать гормональный фон. Так, еще у нас вопрос поступил. Я жду вопросов, пишите. Так, на маммографии обнаружили фиброзную мастопатию и мелкие липомы 3-4 в одной груди. Попасть повторно к врачу практически невозможно. Что делать? Очень хороший вопрос, очень важен размер. Бывают в груди доброкачественные новообразования, такие как липомы и фиброаденомы. Если размер маленький, до 1 сантиметра, ровный контур, ничего подозрительного нет, то это просто наблюдение. То есть вот с сайта вопрос, да? Если у вас обнаружены мелкие липомы, то желательно в следующий раз на повторную УЗИ прийти через полгода, пересмотреть. То есть сейчас вот была маммография, да, через полгода нужно сходить на УЗИ и повторно подойти к врачу. Также, если присутствуют какие-то жалобы, боли в груди, да, плотная молочная железа, отечная, то тогда мы назначаем лечение, да. Все методы лечения обговариваем вместе с женщинами, какая ей методика больше подходит. Кому-то больше подходят противозачаточные препараты, кому-то местное лечение в виде геля, да, прогестеронового, кто-то это все отвергает и хочет растительные препараты, да. То есть индивидуально подбираем метод лечения для нормализации гормонального фона, для стабилизации, да. Вот. Назначаем лечение, и через полгода вот контроль делается. Да? Еще вопрос. Влияет ли поликистоз яичников на появление мастопатии? Что предпринять в этом случае? Тоже очень хороший вопрос. И поликистоз яичников, и мастопатия
это все следствие нарушенного гормонального фона. Это значит, когда гормоны работают несинхронно где-то, гормональное соотношение нарушено или изменена чувствительность рецепторов гормонов. В данном случае нужно налаживать гормональный, то есть в случае поликистоза яичников нужно на причину, да, воздействовать, да, что, ну, при поликистозе, конечно, мы назначаем в начале обследования, это уровень мужских гормонов, оцениваем гормонов щитовидной железы и пролактина. И если какие-то мы изменения находим, то лечим основную проблему, это налаживаем гормональный фон, менструальный цикл, да, поликистоз. И, соответственно, грудь, она будет уже реагировать на нормализацию гормонального фона тоже благоприятным, скажем так, таким течением. Вот. Опять же, метод лечения определяется при поликистозе в зависимости от того, планируете вы в ближайшее время рожать или не планируете. Потому что если не планируете, самый простой вариант – назначить противозачаточные препараты. Организм будет работать как часы, соответственно, будет и менструальный цикл регулярный, и гормональный фон стабильный, и лечебный эффект на грудь. Если женщина планирует беременность в ближайшее время, то терапия будет направлена на коррекцию, опять же, гормонального фона с той целью, чтобы забеременеть, потому что поликистоз яичников может мешать женщине забеременеть. То есть в данном случае мы будем влиять на причину, да, на причину, почему такой гормональный дисбаланс в организме. Потому что грудь – это всегда вторично, это следствие. Грудь – это не причина, это следствие. То есть и поликистоз, и мастопатия – это следствие какого-то гормонального дисбаланса в организме. Вот. Жду еще ваших вопросов, пока будем дальше на эту тему, да, общаться. Вот. На сайт поступает тоже много различных вопросов, связанных с мастопатией. Например, мастопатия и ЭКО. Можно ли при мастопатии делать ЭКО? Сейчас, к сожалению, у нас уровень бесплодия повысился очень сильно, чем за последние, скажем так, десятилетия, да, и тоже это все связано с нашим и образом жизни, да, и образом питания, и нагрузками, опять же, на работе, и в возрасте, в котором женщина начинает планировать беременность. Конечно, в молодом возрасте это все гораздо легче. В 20 лет гораздо легче забеременеть, чем в 40 лет. И в 20 лет это гораздо легче получается, даже когда, ну, не запланировано бывает, это все гораздо легче получается, чем 40 лет. Соответственно, и влиять на гормональный фон тоже легче в молодом возрасте, да. Сама мастопатия, она не является противопоказанием для проведения процедуры ЭКО. То есть, как правило, при сборе анализов на ЭКО собираются документы, и там туда входит УЗИ молочных желез, и если есть мастопатия, то консультация онколога-мамолога, который пишет, что противопоказаний нет. Вот. Тоже вопрос сайта, да, что делать, если у меня киста в груди? Что делать? Что такое кисты в груди? По сути своей кисты – это расширение протоков. То есть в груди есть железистая ткань, есть соединительная ткань, жировая ткань, вот, и есть протоки. Бывает тоже вследствие гормонального дисбаланса проблем, бывает расширение протоков и образование за счет, вот, по сути, киста – это расширенные протоки, да? Что касаемо кист, мы смотрим, какой размер. Если размер до 1 сантиметра, то это мелкие кисты, и, как правило, мы с ними ничего не делаем, наблюдаем. Да? Опять же, назначаем терапию, которая будет нормализовывать гормональный фон, да, стабилизировать его. Если бывает застой секрета вот в этих расширенных протоках, и тогда у некоторых женщин может появиться такой симптом, как выделение из сосков. Выделения бывают разные, они бывают беленькие, похожие на молоко, да, чаще всего они опять же связаны с гормональным дисбалансом, могут быть связаны с гиперпролактинемией, то есть когда гормон пролактин в организме повышен. В таком случае мы при обследовании делаем УЗИ молочных желез, берем на анализ вот это отделяемое из сосков, да, и сдаем гормон пролактин.
и вследствие этого назначаем терапию. Если все анализы хорошие, то, как правило, это растительные препараты. Если очень сильно повышен гормон пролактин, то такая женщина в дальнейшем наблюдается и лечится у эндокринолога. Вот. Если киста больших размеров, если киста 15 миллиметров и больше, то такая киста не всегда может сама рассосаться. Если кисты мелкие, то вследствие лечения они бывают просто рассасываются и уходят. То есть сегодня они есть, а через год уже этих мелких кист может не быть. Если киста большая, то, как правило, рассосать ее гораздо сложнее, и в таком случае приходится делать пункцию. Пункция – это обычный укольчик, тоненькая иголочка, когда просто из кисты жидкость откачивают, чтобы киста могла спасться, да, и в дальнейшем пройти, а жидкость, которая в кисте, отправляют на исследование. Вот. И опять же, после пункции женщине назначается терапия, направленная на стабилизацию гормонального фона. Если в жалобах преобладает боль, отечность, то мы больше склоняемся к местному лечению, это гель, содержащий гормон прогестерон. Если особых болей, дискомфорта нет, это могут быть растительные препараты или гормональные препараты. Обычно все-таки мы вместе с женщиной обсуждаем, какой метод ей более приемлем, какой ей более будет комфортен для использования, и всегда это вследствие диалога, то есть мы рассказываем плюсы и минусы каждого метода терапии, и вследствие этого вместе с женщиной принимаем решение, каким методом мы будем лечиться. Вот. Это что касаемо кист. Так, вопросик. Влияет ли наследственность на появление онкологии груди? На что обратить внимание? Очень хороший вопрос. Да, вот, кстати, подвели к факторам риска, да, нас еще вот этим вопросом. Если у ближайших родственников в анамнезе есть рак молочной железы, то это несколько повышает риск онкологии и у женщины, у самой, родственные, да, скажем, наследственные. Да, есть такой риск. Вот. Сейчас у нас есть такие методы обследования, когда мы можем на наследственный риск сдать анализы. То есть специальные гены, BRCA1 и BRCA2. И когда вы можете пойти в лабораторию, сдать и посмотреть наследственный риск. Но это следует делать только в том случае, если кто-то из родственников у вас болел, скажем так, у него было онкологическое заболевание груди. Можно сдать на этот анализ. И можно узнать, повышен этот риск у вас или нет. Но это все равно, это исследование тоже не является диагнозом, это все равно, скажем так, оно дает нам только повод иметь это в виду. Но это не говорит, что 100% у вас что-то будет. То есть у вас вообще может быть ничего, даже если есть родственники, которые болеют, да, то у вас может быть вообще ничего не быть. Если вдруг эти риски повышены в результате генетического анализа, то женщине просто рекомендуется ежегодное обследование, да? То есть после 35 лет маммография раз в 2 года, УЗИ раз в год делать. Вот. Если есть какие-то там подозрительные изменения в груди, да, какие-то дисгормональные, то это ежегодное обследование тогда. Вот. Но факторов риска на самом деле по заболеванию груди много. Это, как я вам уже говорила, нарушение гормонального фона, стрессы, наследственный риск, также курение, лишний вес, артериальная гипертензия, то есть какие-то сопутствующие заболевания, да. То есть в любом случае, да, первая основная рекомендация по лечению – это модификация образа жизни. Если есть лишний вес, то лучше похудеть, да, то есть наладить свой образ жизни, правильное питание, прогулки и режим труда, отдыха. Вот. Потому что, допустим, если брать лишний вес, то практически это такой же сильный фактор риска, как и наследственный. Особенности питания при мастопатии. Очень хороший вопрос. Вот. Рекомендуется при мастопатии, чтобы в рационе преобладали растительные продукты, особенно крестоцветные. Это капуста, брокколи, цветная капуста и
избегать жирного мяса и жирной пищи, да, то есть, ну, тут больше избегать жирного мяса, такие как баранина, свинина, да, то есть предпочитать лучше нежирные сорта, птица, рыба, да, и по соотношению должно преобладать все-таки растительная пища в рационе, чем животного происхождения, и тем более жирная, потому что преобладание в рационе жирной пищи тоже является как одним из факторов риска, да. Опять мы приходим к тому, что это здоровый образ жизни. Вот. Так, это по факторам риска. Ага. Так, вот вопрос еще про фиброаденомы. Очень часто встречается, сейчас у современных женщин очень часто встречаются фиброаденомы. Что такое фиброаденома? Это доброкачественная опухоль в груди. Как правило, это как горошинка, шарик такой, да? Тут опять большую роль играет размер. Если фиброаденомка мелкая, меньше 1 сантиметра, то мы с ней ничего не делаем. Мы ее просто наблюдаем. Если фиброаденомки маленькие, они с ровным контуром, они без какого-то дополнительного кровотока, просто наблюдение. Потому что главное, чтобы они не росли, а в идеале, чтобы они уменьшались. Бывает, что они и рассасываются, если они маленькие. Если фиброаденома большая, больше, чем 15 миллиметров, или она имеет какой-то неровный контур, подозрительную структуру, это, как правило, видит врач УЗИ или врач-рентгенолог, который смотрит снимки, они нам пишут сразу риск, что образование какое-то непонятное, подозрительно высокого риска, да? Тогда делается пункция. Пункция – это укольчик такой толстой иголочкой уже, когда берутся на анализ клеточки. Вот. И там уже после пункции решается вопрос, удалять фиброаденому или не удалять. Вот. Опять же, если фиброаденома больших размеров, уже ее удаляли, была операция секторальная резекция фиброаденома, то это нам тоже звоночек, что нужно где-то образ жизни свой корректировать, чтобы в будущем фиброаденомы не появлялись, потому что можно удалить одну фиброаденому, может вырасти другая фиброаденома. Поэтому нужно задуматься, где-то что-то не так, нормализовать свой гормональный фон, нормализовать свой уровень стресса, да, чтобы жизнь была более такая размеренная, спокойная, не такая стрессовая, да, вот. Бывают, скажем так, такие состояния, когда у женщины много этих фиброаденомок мелких, может быть и 5, и 10 штук. Понятно, никто эти все 10 штук трогать не будет, если они маленькие. Это наблюдение, лечение. Есть группа препаратов на основе, кстати, опять же, брокколи, да, крестоцветных. Вот, из группы индолов, которые, ну, они, скажем так, у них 2 точки приложения, они и гормональный фон налаживают, и обладают противоопухолевым эффектом. Тоже бывает при фиброаденомах, назначаем эту группу препаратов. Вот. А что касаемо гормонального соотношения, то именно вот когда нарушена пропорция и баланс между эстрогеном и прогестероном. Соответственно, когда в организме много эстрогена, и либо количество эстрогена нормально, а чувствительность к нему повышена, либо рецепторов много к эстрогену, либо очень мало белков-переносчиков, которые печень вырабатывает, и тогда свободного эстрогена очень много, активного, да, то есть отсюда, да, мы еще понимаем, что печень очень большую роль играет в нашем здоровье, да, потому что печень – это очень важный орган, который много функций выполняет, не только участвует в переваривании пищи, обеззараживании, да, всяких веществ, да, токсических. Печень также принимает роль в нормализации уровня гормона за счет того, что она и в метаболизме участвует, и в образовании белков-переносчиков гормонов, да, то есть, и, возможно, если есть проблемы какие-то с грудью, да, может быть, есть смысл обследовать печень, сделать УЗИ органно-брюшной полости, посмотреть, все ли в порядке с желчным пузырем, нет ли такой дискинезии, камней, потому что это тоже может все влиять. Вот. Еще вопросы какие есть? Как часто наблюдаться, да? Вот как часто наблюдаться здоровой женщине, которую ничего не беспокоит, да?
Смотрите, у нас есть два разных приказа, которые в одном приказе говорится, по которому мы работаем. В одном приказе говорится, что маммография делается всем женщинам после 40 лет 1 раз в 2 года. Первая маммография может быть сделана в 35 лет, либо если есть какие-то изменения по груди, уже мастопатия, первую маммографию мы можем сделать в 35 лет. Раньше 35 лет смысла делать маммографию нет, потому что молочная железа в молодом возрасте, она плотная, и на маммографии будет просто раньше 35 лет ничего не видно. А лучше, конечно, после 40 лет делать маммографию. Что касаемо УЗИ, то УЗИ мы можем делать в любом возрасте, вот. Хоть в детском, да, можно делать УЗИ, и УЗИ, кратность тут у нас не ограничена. Если маммографию мы делаем не чаще, чем раз в год, ну, исключая какие-то особые случаи, да, то УЗИ мы можем делать раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год, с любым интервалом. Если какие-то ситуации непонятные, то можно делать компьютерную томографию, МРТ где-то можно делать, да, дополнительные методы исследования. Основные методы все-таки у нас УЗИ и маммография. Если присутствует в жизни какой-то наследственный риск, то рекомендуется все-таки после 30 лет начинать делать УЗИ молочных желез 1 раз в год. Если рисков никаких нет, все хорошо, то после 35 лет, да, мы делаем УЗИ раз в год, с 40 лет мы делаем маммографию 1 раз в 2 года. После 50 лет маммография делается 1 раз в год. Вот. Если стоит уже диагноз мастопатия, то врач, который вас лечит и наблюдает, он определяет, как часто вам делать. Если у вас не осложненная мастопатия, ничего такого страшного, подозрительного нет, то вполне можно делать УЗИ раз в год. Если есть какие-то кисты, какая-то ситуация, которая требует контроля, можно делать раз в полгода. Ну и если совсем какой-то, все-таки больше подозрительные, да, какие-то образования, подозрительные изменения, мы можем делать УЗИ раз в 3 месяца. Вот. Все, как назначит вам ваш лечащий врач. Вот. Вопросы еще? В каком возрасте чаще всего бывает мастопатия, да? Мастопатия может быть в любом возрасте. То есть это не какое-то возрастное заболевание, что оно бывает только вот в определенном возрасте, да? Нет, мастопатия может быть вообще в любом возрасте. Чаще всего она и у молодых девушек может уже встречаться там в районе 20 лет, и после менопаузы. То есть это возраст, скажем так, тут не определяющий, это больше уровень здоровья определяет, есть у вас мастопатия или нет. Вот. Ну, гормональный фон, женщина, когда входит в определенный возраст, да, менопаузальный, у нее меняется гормональный фон. И тут, конечно, ситуация бывает разная. Бывает, что наоборот гормональный фон устаканивается, становится более стабильным, то есть нет вот этих колебаний гормонов ежемесячных, да, эстроген, прогестерон, да. Гормональный фон становится ровный, и бывает, что мастопатия сама по себе во время менопаузы может проходить. То есть если какие-то по-женски были изменения, да, заболевания, то когда менопауза наступает, оно потихонечку, миома уменьшается, эндометриоз затихает. Если была какая-то гиперплазия эндометрия, она тоже сходит на нет, и мастопатия бывает тоже сходит на нет. А у кого-то наоборот, на фоне вот этой гормональной перестройки может начаться мастопатия во время вот переходного возраста. Вот. Так, что мы еще? Возможно ли появление образований из-за неудобного бюстгальтера? Очень хороший вопрос, очень хороший. Значит, да, есть такое мнение, что африканские женщины, которые вообще не носят бюстгальтеры, ходят полностью с голым торсом, да, у них уровень мастопатии значительно меньше. Да, есть такое. Но я думаю, тут, конечно, много факторов, не только бюстгальтер, да, и образ жизни, и образ питания. И мы все знаем, что африканские женщины, они много рожают, у них совсем другая демографическая. Ну, тут много факторов. Но, тем не менее, да, есть такая взаимосвязь, что у африканских женщин, которые не носят бюстгальтер, практически не встречается мастопатия. Да, может быть, если бюстгальтер какой-то тугой, неудобный, он передавливает вам зоны лимфотока, это может повлиять.
Также есть такое мнение, что современные дезодоранты, антиперспиранты могут влиять на мастопатию. Как это действует? Если это жесткий очень дезодорант, антиперспирант, он блокирует выработку пота в подмышечных областях, накопившимся токсином куда-то надо выходить, и просто это идет все через другие зоны, скажем так. Возможно, это еще, скажем так, не стопроцентный фактор риска, но повод задуматься, скажем так, есть, пользоваться нам дезодорантами, антиперспирантами или пользоваться какими-то более физиологичными дезодорантами. Тут каждый как бы решает сам. Вот. Что касаемо бюстгальтера, у некоторых женщин иногда бывает мастопатия, что им, наоборот, бюстгальтер облегчает, скажем так, вот их жалобы, потому что когда они снимают бюстгальтер, боль усиливается. Если они одевают бюстгальтер за счет того, что есть поддержка груди, они чувствуют себя лучше. То есть тут такие индивидуальные еще факторы есть. Но скажу так, бюстгальтер должен быть удобный, он должен соответствовать вашему размеру. Он должен правильно быть надет, скажем так, чтобы нигде не провисание, ничего, ни деформация никакой, бюстгальтер ничего не должен вам передавливать. И, конечно, дома желательно, когда вы пришли с работы, по возможности отдыхать, может быть, в выходные вечером носить какие-то специально удобные майки, да, все правильно. Ночью, конечно же, спать без бюстгальтера, чтобы грудь отдыхала. Вот. Опять очень хороший вопрос вижу. При длительном грудном вскармливании уменьшается риск мастопатии? Очень хороший вопрос. Значит, смотрите, когда женщина кормит грудью, то грудь, она, скажем так, выполняет свою функцию. Она делает то, ради чего она и была природой задумана. Грудь реализуется, да. Соответственно, когда женщина кормит грудью, она повышает риск возникновения онкологии в будущем. И в идеале женщина должна как минимум откормить минимум 8 месяцев ребенка, тогда очень сильно у нее факторы риска по онкологии понижаются. Вот. Ну и как бы от 8 месяцев до 2 лет риски онкологии снижаются. Но есть некоторые женщины, которые очень долго грудью кормят, ну, когда уже на перевес в другую сторону, скажем так, 3-4 года, может быть, это уже и не совсем будет для груди хорошо, то есть во всем хороша золотая середина, да, ну вот в идеале, если вы ребеночка год-полтора откормили, это прекрасно, это для здоровья очень хорошее, скажем так, вы себе на будущее задали вот такой вот профилактику, скажем так, онкологии для груди, это да. Конечно, грудь, она должна реализовать свою функцию, то есть она должна работать. Если природа нам дала грудь, грудь должна свою функцию выполнить, откормить ребенка, второго, там, третьего. Вот. Только во время беременности и лактации грудные клетки, ацинусы, да, вот альвеолы, они созревают до 3-го уровня, скажем так, до 3-го порядка, полностью становятся зрелыми и полностью выполняют свою функцию. Так. Растительные натуральные препараты, ну, чаще всего мы из натуральных растительных препаратов рекомендуем мастодинон и циклодинон, потому что это растительные препараты, которые считаются лекарственными, потому что они проходили исследования, да, то есть исследования на женщинах, зарекомендовали себя как безопасные, проверенные, назначаем вот из группы вот этих вот витекса священного, мастодиноны, циклодиноны и препараты на основе этих растений. Также при лечении мастопатии мы используем препараты на основе капусты брокколи, это на основе индол-трикарбинола, то есть это индол, индинол, вот эти препараты тоже имеют, скажем так, хороший эффект. Вот. Я, честно говоря, как акушер-гинеколог, очень люблю противозачаточные таблетки, потому что на противозачаточных таблеток нет вот этих вот
ежемесячных колебаний гормонов, когда женщина в середине цикла уходит в овуляцию, овуляторный пик, разрыв яичника, выход яйцеклетки, спад, ПМС, менструация и вот таких вот. Когда вот нет вот этого волнообразного колебания гормонов, как бы для организма где-то легче, что нет вот этих ежемесячных микротравм яичника не выходит, яйцеклетка, и где-то сохраняется авариальный резерв. Но это такое лично мое мнение, да, вот я к противозачаточным очень препаратам хорошо отношусь, потому что за счет вот этого ровного гормонального фона мы получаем лечебный эффект и профилактику многих заболеваний, таких как онкология яичников, онкология эндометрия, да. Но если пациентка, она не хочет, категорически относится негативно к противозачаточным, да, то всегда стараемся найти какую-то альтернативу для нее, для нормализации гормонального фона. Либо это растительные препараты, либо витаминотерапия, либо какие-то гормональные препараты, но без эстрогена, да, то есть более мягкие схемы. То есть всегда можно с доктором этот вопрос обсудить и подобрать схему лечения именно для вас, которая больше всего вам подходит. Вот. Так, еще какие вопросы? Сейчас давайте вспомним, все ли мы с вами обсудили, что такое мастопатия, причины возникновения, да, мы с вами обсудили, что это стресс и гормональный дисбаланс в организме, как правило, чаще всего, да, методы профилактики, это здоровый образ жизни, конечно же, здоровый образ жизни, избегаем стрессов, правильное питание, должно быть в питании много растительной пищи, потому что там есть живые витамины, микроэлементы, фрукты, овощи, злаки, да, правильное питание, режим труда, отдыха, то есть вовремя ложиться спать, в идеале там 10 вечера, да, когда гормон мелатонин вырабатывается, когда мы соблюдаем все физиологические вот эти вот циркадные ритмы. Режим труда, отдыха, когда человек чередует периоды труда с периодами отдыха, все-таки надо себе давать отдых, время, чтобы мы отдыхали, восстанавливались, да. Здоровый образ жизни. Вы сейчас какой диагноз не возьмите, на первом месте всегда идет модификация образа жизни. Это здоровый образ жизни, физическая нагрузка обязательно, правильное питание, за весом следим, режим труда, отдыха, да. Про физическую нагрузку, да, что хуже, когда человек должен минимум 40 минут в день двигаться. Как это работает? Усиливается кровоток, улучшается микроциркуляция, токсины все вымываются с организма за счет вот этого вот промывки такого кровотока, иммунитет усиливается, то есть организм, активный организм, он лучше функционирует, да, вот. Разобрали, да, диагностику. Основная у нас диагностика заболеваний молочной железы – это УЗИ, маммография, вспомогательные, да, это гормональный фон мы обследуем, отделяем и берем из сосков, пункция по необходимости, лечение, какими группами препараты лечим, и наблюдение, да, то есть в зависимости от вашей ситуации, это либо раз в 3 месяца, раз в полгода, либо раз в год. Чаще всего, конечно, это раз в год, вот. Ну и если вопросов больше нет, то в принципе можно потихонечку на этом заканчивать. Вот. Мастопатия, давайте в окончании лекции я вам скажу, что мастопатия – это дисгормональное состояние, и оно не переходит в рак, не переходит. Если вам доктор поставил мастопатию, это не значит, что будет рак, нет. Это всего лишь показатель, что гормоны работают немножечко не синхронно, не так бы, как надо. Мастопатия в рак не переходит, но у них есть общие факторы риска. Это стресс и гормональный дисбаланс, неправильный образ жизни, там, лишний вес, курение, да. То есть мы должны, для чего эта ситуация? Мы должны обратить внимание на факторы риска, на образ жизни. Вот для этого нужно. И мастопатия не переходит в онкологию, как правило. Вот. Я вам всем желаю здоровья, не болеть, к врачам ходить только на медосмотр 1 раз в год. Ну и если, не дай бог, есть какая-то проблема, приходите к нам, мы всегда вам поможем, разберемся, потому что все, в принципе, в нашем современном мире все решаемо. Вот. Всем до свидания. Желаю всем всего хорошего.